Сегодня в Иннополисе настоящая авиапарковка. Это самолеты малой авиации Т-500. На этой, казалось бы, небольшой воздушной машине можно выполнять авиахимработы, обрабатывать леса, мониторить окружающую среду и даже менять погоду. В общем, это настоящий многофункциональный летательный аппарат. Первый в истории сертифицированный самолет для авиахимработ. Воздушный трактор убийца кукурузников. Назвать можно как угодно. Главное, собирать его будут в Татарстане. Сегодня Рустам Минниханов и глава корпорации Ростех Сергей Чемезов дали старт строительству специального завода. Этот самолет, он, во-первых, дает огромное количество работы, компонентов для наших российских, татарстанских поставщиков. Это первое. Второе, он все-таки разработан у нас, и как бы основа она делается здесь. Для завода и испытательного аэродрома 313 гектар земли в Иннополисе, и это не случайно. Самолет состоит из композитных материалов. Здесь же планируют разрабатывать различные модификации воздушного судна, плюс особая экономическая зона. Пока инвестиции примерно 2,5 миллиарда рублей. Запустить производство планируется в 2022 году. Композитный самолет, он легкий, грузоподъемность его около 500 килограмм, если это одноместный самолет. Если это будет двухместный, естественно, будет меньше, где-то порядка 150. Как раз об уникальных технологиях говорят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Блокчейн, виртуальная реальность, робототехника. Будущее страны сегодня можно увидеть в Иннополисе. 5000 делегатов, инвесторы и разработчики новых проектов из-за рубежа и регионов страны. Каждому есть что представить. На пленарном заседании конференции главные темы – большие данные и цифровая экономика. Есть некоторая модель, она удовлетворяет, как мне кажется, базовым критериям. Она очень простая, это модель 3 набегающих волн. Первая волна – это так называемая как раз волна цифровизации и фокус цифровой экономики. Это использование достаточно зрелых технологических решений уже, да, которые готовы, либо почти готовы к внедрению. Дискутировать, искать новые пути, искать партнеров в Иннополисе участники конференции будут еще 2 дня. Результаты этой работы мы должны увидеть уже после 2020 года. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Иннополис.